не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев. Убеждена, что в каждом человеке заложен талант. Он дается ему свыше от рождения. Другое дело, что не каждый может открыть его в себе и проявить в жизни. Прекрасно, если с самого раннего возраста у ребенка появился интерес к музыке или рисованию, к поэзии или конструированию, и это было замечено и одобрено взрослыми. Еще лучше, если ребенок имеет возможность развить свои способности, учась в специализированной гимназии, лицея, колледжа, где его окружают умные и добрые учителя и наставники. Ведь не зря говорится, что таланту надо помогать, а посредственность пробьется сама. И еще, бывают в нашей жизни события, которые могут всколыхнуть весь город. Но пройдет, к примеру, 100 лет, и об этом событии вспомнят, возможно, лишь историки. А бывают и другие, негромкие события, которые проходят практически никем не замеченные. Но в душах их участников, особенно в душах юных, они оставляют эмоциональный след на всю оставшуюся жизнь. О таком событии, прошедшем недавно в столице Республики Коми, наш первый рассказ. Сегодня мы поговорим с вами о детском композиторском творчестве. И поводом для этого разговора послужило очень важное событие. Это летняя творческая школа детского оздоровительно-образовательного лагеря искусств на базе гимназии искусств при главе Республики Коми. Несмотря вот на такое очень сложное название этого мероприятия, на самом деле все было гораздо проще. Просто были собраны дети со всей республики по следующим специальностям. Инструменталисты, это были пианисты, скрипачи и балалайчники, хореографы, художники, поэты и прозаики, юные поэты и прозаики и юные композиторы. В частности, вот в той секции, которая занималась юными композиторами, занимался с ними я. То есть я руководил секцией юных композиторов. И в конце вот этого двухнедельного, прямо скажем, марафона, потому что занятий было много, они были очень интенсивными, мы решили устроить вот такой совместный творческий вечер, где выступили бы и юные композиторы, и юные поэты. С поэтами занималась писатель Елена Габова. И для многих, кто присутствовал в этом зале, в этот вечер, было очень неожиданным явление и поэтов, и композиторов. Думаю, что даже не ожидали, что, во-первых, так много представителей этих будущих профессий, и не представляли, что пишут они настолько интересно. Между прочим, для меня знакомство с поэтами, с юными поэтами, хотя оно было уже и не первым, вот с этими именно молодыми людьми, это было впервые. Мне очень понравилась девочка из села Руч, Дина Расова. Ведь сколько надо иметь смелости и внутреннего достоинства, чтобы взять и начать стихотворение словами «Я поэт».
Здравствуйте, ребята! Знакомьтесь, я поэт. Я поэт той книжки, которой в мире нет. А как же отыскать вас, вы спросите тогда? А я отвечу просто. Я яркая звезда. Летаю в небесах я с ночи до утра. А восходит солнце, не в постель пора. И делаюсь я крепче от улыбок ваших. Радуйтесь и смейтесь, пусть я буду краше. Что касается композиторов, то это работа с ними была достаточно сложна, и вообще это ведь профессия-то очень редкая. Я думаю, что никто не сможет оспорить того факта, что в любом городе, в любой республике, в любом даже государстве гораздо больше писателей, затем по количеству идут художники и самое малое количество композиторов. То ли Бог одаряет менее щедро вот такими талантами детей, то ли еще какие-то причины, но факт остается фактом. Работая с детьми, я это делаю уже очень много, почти 3 десятилетия, у меня много учеников, которые уже и закончили консерваторию, и продолжаю с детьми заниматься. И вот вы знаете, я завидую детям. Дети сочиняют совершенно иначе, они не знают мук творчества. То, что они сочиняют, у них рождается под пальцами мгновенно. Мне не так важно, станет он композитором или нет. Честно говоря, мне важнее, чтобы он стал человеком. А в человеке, я не знаю, как кому, самое главное, самое важное, то, чего нам всем не хватает в наше время, это сочувствие. Согласитесь, что мы мало встречаем в жизни сочувствия, особенно сейчас. Мне кажется, самая популярная фраза сейчас это, знаете какая? Это не мои проблемы. Вот отвратительнейшая фраза, которая, по-моему, повторяется 1000 раз в день. Это не мои проблемы. Я хочу, чтобы у детей, которых мы воспитываем, не было такой фразы. Все то, что она видит, ребенок видит, чтобы это были ее проблемы. Вот эта сопричастность к жизни, это и есть самое главное.
замечательное впечатление у меня просто как представителя композиторской профессии оставил мальчик из села Сторожевск, его фамилия, по-моему, Макаров. Он читал на коме языки, стихи, и они были настолько музыкальные и настолько понятны, что, в общем, даже не нуждались в переводе. И думаю, что юных композиторов это стихотворение, которое он читал, заинтересовало тоже. Arren, karusjani korjas, sielemnim žugilme norme, tölen, karkõdjale šonde, olem listõd malam danse. Koljeni vojas dalunjas, veželis jõzlena zvon, mir pastela, nimalis puškin, jengise nekodas buštin. Главный принцип сочинения музыки, главный толчок, главный импульс к сочинению музыки, с моей точки зрения, должно быть обязательно сочувствие, обязательно должно быть сопереживание. Только тогда возникнет вот это сотворчество с природой, с чувствами, с какими-то явлениями в жизни, которые потом превращаются в музыкальные звуки. Вот если при работе с поэтами говорили, что вот для того, чтобы написать настоящие стихи о любви, надо это обязательно пережить и так далее. Для того, чтобы написать о природе, надо ее полюбить, надо выйти вот на эту речку, посмотреть на эти облака, то в музыке у нас немножко иначе происходит. Подчас я давал вот какое задание детям. Я брал вот то, что было под рукой, вот стакан с карандашами. Я сказал, вот, пожалуйста, вот я выбирал карандаши, давайте сейчас сочиним музыку про них. И я помню, что меня самого поразил музыкальный опыт одного ребенка. Он взял не красивый карандаш, а маленький огрызок, еще искусанный, и сыграл жутко печальную музыку. И когда он мне объяснил, этот ребенок, что мне очень жалко был этот карандаш, потому что вот он когда-то был большой, вот его все время, значит, подтачивали, он стал меньше, его грызли, вот посмотрите, видите, у него здесь, ему, наверное, было больно. Я сам, вот, как взрослый человек, не сразу проник в это, а когда проник, понял, почему вот это грустное. Кстати, дети мгновенно отгадали, какой именно карандаш играется. Я сам был удивлен, что, например, длинный и короткий карандаш, цветной и, предположим, черно-белый, граненый или круглый, все это подвигает к разному совершенно музыкальному решению. И вот поэтому в нашем концерте звучали такие произведения, как, например, «Мячик» или «Воробьи» или, предположим, «Паровозик». А паровозиков целых было два. Особенно, как мне кажется, понравился не просто паровозик, а прям паровоз у Оли Фалиной. И даже не просто паровоз, а крушение поезда. Вот как называлась эта пьеса. Эту пьесу она играла на международном конкурсе в Санкт-Петербурге «Я композитор». И эта пьеса очень понравилась международному жюри, как и вообще другие сочинения Оли Фалиной. И я был горд за свою ученицу, что она получила специальный приз, единственный человек из примерно 70 участников конкурса, который звучал так: приз за яркую образность.
если вы услышите пьесу, которая называется «Придворный шут», вы обязательно испытаете сочувствие вот к этому придворному шуту, потому что когда она сочиняла эту пьесу, она представляла себе вот эти вот терзания этого придворного шута, который вынужден веселиться, который вынужден веселить других и делать вид, что он веселится сам, преодолевая, быть может, какую-то трагедию личную. И вот это то самое главное, что мне нравится и в самой, например, вот Оле Фалиной, и в ее сочинениях. Я просто о ней заговорил потому, что ее музыки в этот раз звучало больше, чем у других. И так как вся наша школа, вся вот эта вот работа этого оздоровительного, учебно-оздоровительного лагеря была посвящена, вернее так, проходила под эгидой Пушкина, 200-летия, грядущего 200-летия Александра Сергеевича Пушкина. Именно Пушкин и стал главным толчком для сочинения многих произведений. Пьеса «Море» играет девочка, значит, вот «Почка по морю плывет» и так далее. То есть темой для сочинений было все, что связано так или иначе с именем Пушкина. И вот сегодня, вот в этот день, состоялась премьера пьесы, новой пьесы Оли Фалиной, которая посвящена «Золотому петушку». Можно, конечно же, предварительно взять и рассказать, что вот была тишина, утро было. Вдруг петушок заметил, значит, неприятеля, он там запел, потом рать какая-то могучая, значит, бросилась. И вот прямо, видимо, от наблюдателя где-то вот она удаляется, и вновь наступила тишина. Можно сказать эту программу, но я уверен, что можно и не говорить эту программу, а просто послушать пьесу, и мы все это увидим. Оля, я хочу тебе задать вопрос, на который, кажется, и сам не могу ответить. Зачем ты сочиняешь музыку? Мне это очень нравится, это очень интересное занятие. Ну, иногда бывает, когда вдохновение, и потом, когда сочинишь, ну, очень как бы радостно на душе. Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь влюблялась? Конечно. Да, и не первый раз? Конечно. Ну, и это была счастливая любовь или не очень? Ну, когда как? Ну, первая была счастливая. То есть взаимная? Взаимная. Это было в первом классе, если не тайна? Нет, это еще было до школы. Ах, до школы. А сейчас примерно какая по счету уже любовь? Сейчас нет у меня любви. Нет, у тебя сейчас сердце свободно. А ты хочешь влюбиться? Ну, наверное, хочу.
не знаю, станут ли они композиторами, эти дети. Самое главное, чтобы они оказались добрыми людьми. И я вот этот явно затянувшийся монолог на эту тему хочу закончить прекрасными строчками любимого моего Тютчева. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Сегодня я хотел поговорить о двух самых главных, на мой взгляд, зрелищных предприятиях столицы нашей республики. О кинотеатре «Парме» и о нашем драматическом, академическом театре имени Виктора Савина. Дело в том, что я помню прекрасно, как когда построили кинотеатр «Парму», хороший архитектор работали, было прекрасное здание, возникло в городе, на хорошем месте, прекрасный фонтан бил напротив фронтона. И буквально через некоторое время, не успело пройти нормальное количество времени, как вдруг фонтан иссяк, стали прохожие пацаны в жаркую погоду, поскольку у нас лето очень короткое, купаться в этом фонтане. А когда входишь в кинотеатр, то прекрасное фойе, широкий экран в зале, удобные кресла, ряды кресел, там между ними удобные проходы. И буквально не успело пройти время какое-то, как вдруг, значит, спинки кресел покрылись непристойными надписями, хотя и вовсе не ханжа, зачем же их писать в кинотеатре? Обивка оказалась изрезанной, а какой-то мудрец, в кавычках, из тогдашнего руководства кинотеатра вдруг прекрасные панно монументальные, которые были настенные панно в фойе, кинотеатра вдруг сбили стальные костыли, так, поработав, хорошо шлямбуром работали, не отбойным стакановским молотком, не пневмомолотом, и вдруг повесили на монументальную живопись, на монументальное панно повесили станковую масляную живопись, тоже наших хороших художников. Я не против наших живописцев, я их очень люблю, многие из них мои друзья. Но вот такое безобразие делать нельзя. Но вот прошло какое-то время, прошли, ряд перемен в связи с последними событиями, прошло несколько лет. И сейчас я считаю, что и кинотеатр «Парма», и театр Виктора Савина очень сильно изменились в лучшую сторону. Дело в том, что сейчас кинотеатром «Парма» руководит очень хороший человек, на мой взгляд, Сергей Яковлевич Рубцов, морской пехотинец в прошлом, очень человек, любящий, преданный кино. И сейчас за счет того, что в кинотеатре изменился репертуар, совершенно иная атмосфера царит и в фойе, и в буфете. Понимаете, люди идут туда охотно. Кинотеатр стал похож на те кинотеатры, о которых мечтают наши кинематографисты сегодня. И то же самое я могу сказать о театре драмы имени Виктора Савина. Во-первых, я искренне рад, что этот театр получил звание академическое. Во-вторых, я был счастлив, когда меня вдруг, я сильно болел в это время, и вдруг меня пригласили на премьеру
любимого мной Чехова спектакля, который тоже любил дядя Ваня. Честно говоря, я знал этот театр очень хорошо. Когда-то там репетировал Ираст Алексеевич Попов с теми ребятами, с которых потом появились музыканты группа Леонтьева, Валерия. Я писал для них, кстати, первую программу эстрадную, тогда они назывались «Романтики», там «Эхо», у них были разные названия. А Ираст Алексеевич ставил эту программу впервые. Тогда они работали у нас, в республике. И вот как-то я выступал в этом театре со стихами, со сцены, когда вечер поэзии был местных поэтов. И мне показалось, как же там душно, без носового платка просто невозможно читать, такая жара. И вот появился новый директор нашего драматического театра, Леонид Андреевич Качанов. Я понимаю, что Лопе де Вега сказал, что театр – это две доски, а между ними страсть. Я с этим согласен. Но кроме этого другой классик сказал, что театр начинается с вешалки. И очень важна атмосфера театра. И вы знаете, вот в самом помещении театра, которое мне хорошо знаком, и актеров я очень люблю и знаю многих из нашего драмтеатра, изменилась атмосфера, вы понимаете? Вот подобно тому, как циркач, цирковой актер любит запах манежа, вдруг в нашем театре запахло театром, запахло кулисами, сценом. Вот тот холодок пошел, который сквознячок, который идет из-за кулис, когда проходишь через театральный зал. И вот вы понимаете, я вдруг ощутил атмосферу театра. Я вспомнил те времена, когда начинался театр «Современник» в Москве, когда еще был театр-студия, когда Олег Николаевич Ефремов был молодым. И по ночам на репетициях там собирались молодые поэты, он собирал. И мы читали актерам театра стихи. Я вспомнил театр на Таганке, когда Юрий Любимов начинал там свою деятельность. И вдруг в нашем драматическом театре я ощутил ту любимую мной театральную атмосферу. Но помимо того, что я безумно благодарен тем, кто меня пригласил, например, у дяди Вани, я считаю, кстати, что это лучший спектакль нашего театра, драмтеатра, минувшего года. Об этом я хотел написать отдельно, это заслуживает отдельной рецензии. Но сегодня я хочу сказать, что как много зависит от того, кто руководит предприятием. И в данном случае я считаю, что нашей республике очень повезло. Наше Министерство культуры сейчас, сегодня, оно очень правильный выбор сделало, что вот кинотеатром «Парма» руководит Рубцов, театром драмы, директор театра, вот, Леонид Андреевич Качанов. И я думаю, что это будет иметь хорошее продолжение. Несмотря на то, что сегодня часто не хватает денег на культуру, все на это жалуются, я понимаю. Но посмотрите, вот городской отдел культуры, который возглавляет Шевцов, вот по его инициативе издается городской альманах литераторов нашего города, который составляет Андрей Канев постоянно. Можно сделать хуже, лучше альманах, но это громадное достижение, на мой взгляд, в наше трудное время, когда нет бумаги, средств, когда такие дорогие полиграфические расходы, наши литераторы нашего города имеют возможность регулярно выступать в периодической печати. Наша республика, она с очень большим будущим, не только по своим там минерально-сырьевым ресурсам, а дело в том, что культура в нашей республике складывалась из образцов, из лучших образцов отечественной культуры бывшего Советского Союза. Подобно тому, как через Австралию прошли бывшие английские каторжане и Новую Зеландию, через Комистер, место постоянной ссылки, прошли в годы культа личности и вообще в годы советской власти. Это еще и до революции прошли очень много ярких людей, будучи репрессированными, заключенными. Ведь многие не знают, что Казимир Малевич еще до революции лечился в ПМСР вот сосновым воздухом наших лесов от туберкулеза. Замечательные советские актеры, артисты, писатели, художники прошли через нашу республику в качестве заключенных в сталинский период и после него, тоже и до него. И поэтому каждый из них оставлял частицу своей души. Кроме того, что здесь свои собственные, молодые таланты растут, совершенно самобытные, выросшие на земле коми. Наша республика очень богата интеллигенцией, потому что, как во многих местах
ну, север, то есть на наших северах, которые осваивала вся страна. Но стоит заглянуть в наш институт геологии, скажем, как много талантливых людей работает там, какие хорошие образцы литературы они выдают. Ну, хотя бы посмотрите Николая Павловича Юшкина. Вот его книга «Воспоминания» автобиографическая. Хотя я человек в детстве, воспитывавшийся в городе, но я просто очень много общего нахожу с его судьбой, с его биографией в годы войны, когда он был ребенком, но подростком. И вот я вспоминаю себя. То есть эта книга вызывает самое главное – солидарность в другом человеке, что и должна вызывать настоящая литература. Иначе зачем она? Говорю я это все к тому, чтобы не чувствовали, что вот мы провинция, а где-то там живут корифеи. Дело в том, что в нашем регионе можно не только добывать бокситы, но в нашем регионе есть и настоящая, могучий отряд интеллигенции, и технической, и научной, и творческой, и академической. Я бы мог говорить о наших преподавателях, вот о нашем академическом лицее при СГУ, который я очень люблю, я отношусь к нему вот, с громадной благодарностью. И поэтому я никак не могу согласиться, что наша культура сейчас, несмотря на все трудности, которые испытывает вся страна сегодня, находится в загоне. На мой взгляд, все совсем не так мрачно, как может показаться. По-моему, у нашего региона большие перспективы, и ему принадлежит хорошее, светлое будущее в рамках нашей общей, большой, и, к счастью, до сих пор необъятной России. Наши постоянные телезрители программы «Отрицание-отрицание» возможно обратили внимание на оригинальные композиции, которые звучат за кадром в нашей программе. Сегодня я хочу познакомить вас с их автором и исполнителем Александром Чувюровым. Саша, и мой самый первый вопрос в нашем сегодняшнем интервью, пожалуй, будет очень сложным. На него не могут ответить даже маститые композиторы. И все-таки я хочу тебе его задать. Как у тебя рождается музыка? Лично у меня музыка рождается по-разному. Она и приходит иногда сама, чаще всего. А иногда я сам заставляю себя придумывать какие-то гармонии, мелодии. Скажем, мне интересно узнать, как басовый ход, скажем, идет вниз по полутонам. Я подбираю к этому аккорды, то есть придумываю сам. Эта музыка не приходит сама. Что удивительно, что конкретно насчет меня хочу сказать, музыка ко мне приходит, может быть, неожиданно, всегда в полете. Когда я лечу на самолете, я сажу в самолет, самолет взлетает, только начинаешь взлетать, это я заметил еще в детстве. Только начинает летать, у меня начинаются какие-то мелодии возникать. И значит, потом уже, когда на высоте, уже такой оркестр мощный звучит. Вообще удивительно. Я сам себе поражаюсь и слушаю эту музыку, боясь пропустить хоть одну какую-нибудь партию, там очень много инструментов, которых вообще я даже, никто даже не слышал. На свете, может быть, таких инструментов нет, но они слышатся во мне. Понимаешь? Я понимаю. Вот. Но ты можешь эту музыку как-то зафиксировать сразу, Зафиксировать. чтобы потом воспроизвести? Понимаешь, я страдаю от этого, что я не могу воспроизвести эту музыку. Нет такой аппаратуры. Я вот мечтаю, может быть, когда-нибудь будет такая аппаратура, скажем, японская или такая. Что Компьютерная. Компьютерная, когда из головы сразу можно будет, она звучала, записывалась как на магнитофон, скажем. Потому что когда самолет садится, я выхожу с самолета, мне напрочь это все забывается, напрочь. То есть ты их уже не слышишь и не помнишь? Есть какие-то жалкие попытки воспроизвести, но это уже тоже как бы не то.
забывается там ритм, забывается, там очень много ритмов меняющих. Это чем-то похоже, я скажу, если знаю, там такой King Crimson. King Crimson такой, такие, но это гораздо еще даже, ну, скажем, круче, мощнее. Это рок и джаз, и, ну, все направления. Это интересно. И не могу никак. Только приходится. А иногда вот такие простые мелодии приходят сами. Берешь гитару, и пальцы сами начинают, потому что техника у меня же есть. И сами находят то, что думают. Ты вообще впервые взял в руки гитару, как научился играть на гитаре? Гитара, произошла такая история. У меня есть старший брат, Коля его зовут. Вот, он очень хотел, когда учился в школе еще, я тоже в школе учился. Он очень хотел, чтобы ему подарили гитару. И мама подарила ему гитару. А мне тоже на день рождения, тоже через некоторое время подарила велосипед. В конечном счете получилось так, что я стал играть на гитаре, а мой старший брат Коля стал
хорошо разбираться в технике. То есть вы поменялись, да? А как бы так, я стал гитарой в школе начал То есть играть. ты сам самоучка, можно сказать, да? Да. То есть Ну, тебе там, никто может не быть- помогал, никто не учил тебя? А первые аккорды показал мелодии, там, отец. Жители села Помоздино Ускуломского района, где родился и вырос Александр Чувюров, наверняка помнят его отца Семена Николаевича, замечательного гармониста, любившего играть задушевные мелодии. Музыкальные способности, унаследованные от отца, Александр смог развить участие в Тывкарском музыкальном училище. Он овладел игрой на разных музыкальных инструментах, таких как балалайка, труба, альт. Во время службы в армии Александр был участником вокально-инструментального ансамбля «Лель», который неизменно во всех конкурсах завоевывал первые места. И надо полагать, что победа обеспечивалась не только благодаря высокому мастерству исполнителей, но и оригинальностью звучания оркестра, в котором было необычное сочетание музыкальных инструментов. Там, к примеру, соседствовали контрабас и мандолина, труба и альт, гитара и балалайка. С этим ансамблем Александр Чувюров впервые попал на телевидение в городе Комсомольске-на-Амуре. Передача шла в прямом эфире, но на памяти не сохранились фотографии. Тогда же, во время службы в армии, Александр впервые столкнулся с журналистикой, а точнее с фотожурналистикой. Его фотографии помещались в армейских стенгазетах. И так случилось, что музыка и журналистика тесно переплелись в судьбе Александра Чувюрова. Вернувшись в родное село после службы в армии, он работал в клубе художественным руководителем. С ансамблем «Юрган» гастролировал по деревням и селам Ускуломского района. Кстати, это название ансамблю предложил тогда композитор Прометей Чисталев. Теперь под таким же названием проходит известный в Республике Коми музыкальный фестиваль. Вновь журналистикой, уже более серьезно, Чувюров занялся, работая ответственным секретарем газеты «Звезда» Каркеровского района. Надо сказать, что в биографии Александра было всякое. В одно время он работал даже кочегаром. Но, наверное, закономерным итогом всех жизненных перипетий стала работа на республиканском телевидении после окончания факультета журналистики Санкт-Петербургского университета. Сегодня репортажи корреспондента Александра Чувюрова вы можете видеть в информационных программах «Вольтерьес» и «Панорама Республики» телекомпании «Комигор». А в детстве ты кем мечтал стать? Мечтал ли ты стать музыкантом или журналистом, как сейчас? Как я помню, в детстве я всегда мечтал стать летчиком. Интересно, да, в полете у меня рождается мелодия, и я как-то хотел, может быть, это соединить, чтобы всегда летать, и чтобы была всегда музыка, мелодия, гармония в голове. Я даже поступал, хотел поступить, но не прошел учиться на летчика после школы. Не прошел медкомиссию. Ну вот я знаю, когда ты озвучиваешь у нас в программе «За кадром», что многие композиции у тебя рождаются даже на импровизации какой-то, да? То есть ты, в общем-то, великий импровизатор, можно сказать. Импровизация это, как бы тебе сказать, это как бы спонтанная речь, скажем, поток сознания. Импровизация как литература. Поток сознания, Джеймс Джойс и другие, Кафка. Поток сознания и импровизация как раз то же самое. Поток сознания идет от души, от головы, там еще от кого-то, от тебя, например, от твоих впечатлений, от твоего взгляда, скажем, от твоих слов, которые проходят через меня, потом они приходят сюда на пальцы, пальцы уже сами играют. Это получается импровизация. Но импровизировать научиться сложно. Хотя вообще-то рождаются импровизаторы, рождаются. Я этому научился. Когда я учился, тогда было больше времени заниматься гитарой. Сейчас же нет, наверное. И у меня была такая... Однажды нашел себя в том, что я вот смотрю в кругу друзей сижу, и я смотрю на их лица, там выражения, впечатления, слова, и у меня как же возникает в голове музыкальный портрет. Такой эскиз. Я не всем, много раз предлагал нарисовать портрет. Музыкальный. Музыкальный портрет. 7-минутный, то есть.
Он как эскиз нарисовал как бы впечатление. И через некоторое время, может, на следующий день портрет будет уже другой, наверное. Давай попытаемся про тебя. Давай попытайся. Это будет такой чисто экспромт. Твое нынешнее состояние. Сейчас мы сидим под дождем. Твое настроение, может, я попытаюсь через меня. Ну, это, наверное, скорее будет твое ощущение меня. Может быть, не столько Да. мои ощущения, сколько твое Ну, ощущение как меня. художники это рисуют уже, конечно, через тебя они делают. Это может быть абстрактный рисунок, может быть еще какой-нибудь. Мне еще надо немножко посмотреть, как бы уловить флюиды, скажем так, да, Давай. которые... Беспокоишь что-то, да? Такой не очень связанный пока, да? Это чистейшая воды импровизация, то есть, возможно, завтра ты это уже не сможешь повторить. Нет, нет. Просто я забуду. Ясно. А теперь положи гитару, я задам тебе самый еще один сложный вопрос. А можешь остаться с гитарой? Нет. Может быть, ты даже ответишь мне Вот ты музыкально. увидела, что у тебя есть какое-то Напряжение. да, Ну да, мы из-за погоды, находимся в наверное. шумном городе. И у меня Да. тоже такое же. Да. Так вот, ты знаешь, Тут что... не было этого тональности конкретно, не было. Ты знаешь, что моя рубрика называется «Что человеку надо?» Так вот, сейчас попробуй ответить на этот вопрос. Что человеку надо, скажем, две стороны, если материально, скажем, да, и это в ответ простой. Дом и огород. Тебе Мне еще нужен надо, дом да? и огород, хороший инструмент. Гитара, там, клавиша, еще что-то. То есть сидеть на огороде и играть на гитаре. Или огород нужен тебе как средство существования, чтобы не думать о материальном и сочинять музыку. Чтобы смотреть на огороды и сочинять музыку, смотреть из окна. А чтобы еще река была, обязательно вода. Вода тебя вдохновляет, Да, настраивает. да. А огонь? И огонь тоже. Вода, огонь обязательно. То есть если в доме... 4 стихии, 4 какие 4? ну, которые есть, 4 стихии. Огонь, вода, воздух, земля, да? Земля. Земля. Не знаю, не помню уже. Значит, тебе нужен дом у реки. Если уж не камин, то хотя бы печь, чтобы ты мог смотреть на огонь и сочинять музыку. А если говорить о другой стороне, про духовную сторону жизни, то мне нужно просветление. Каждый человек должен, он рождается для того, чтобы просветиться, не просвещение, а просветляться, то есть. И тем самым просветлять других, просветлять природу, и мир и так далее. То есть мне нужно просветление. Вот на этом слове, прекрасном, на мой взгляд, слове «просветление», я решила поставить точку в нашем сегодняшнем интервью. Александр дал ответ на вопрос, что человеку надо, а наша беседа продолжалась еще долго. И я заново открывала для себя человека, которого, казалось, давно и хорошо знаю. Но, пожалуй, это уже сюжет для другого фильма. А сегодня мне бы хотелось, чтобы, услышав музыкальные композиции на гитаре, звучащие за кадром в программе «Отрицание-отрицание», вы знали, что их исполняет журналист Александр Чувюров.
Сегодня 3 июня 1998 года. Несмотря на дождь, наша камера установлена в историческом месте. Ровно 100 лет назад вот на этот берег суда у старой Уссысольской пристани вступила нога единственного члена августейшей фамилии, посетившего Уссысольск за всю его 200 с лишним летнюю историю. Это был великий князь Сергей Александрович, который совершал инспекционную поездку по Вологодской губернии. Надо сказать, что сам по себе Сергей Александрович личностью был, ну, мягко говоря, не очень хороший. В 1905 году он, кстати, погиб от бомбы эсера. Но тогда об этом никто не знал, и маленький Уссысольск готовился к необычайному зрелищу. 14 мая городские власти получили из Вологды телеграмму о том, что ожидается прибытие великого князя. И, как водится у нас во все времена, это наша хорошая традиция, начался аврал. Были выделены деньги, 1800 с лишним рублей, на подготовку города к встрече знатного гостя. Работа была проведена колоссальная. С улиц города были изгнаны коровы, была подсыпана песком центральная Стефановская площадь, а надо сказать, что у нее была одна достопримечательность – это огромная лужа, судя по фотографиям. Были подметены улицы, украшены дома, а главное, срочно организована выставка, показывающая особенности края. Во дворе земской управы были построена избушка рыбака и избушка охотника, куда посадили зырян, которые демонстрировать должны были свои рыболовецкие и охотничьи занятия. В здании земской управы установлены предметы домашнего обихода, промыслов и так далее. Была построена даже беседка вот недалеко от этого места, к сожалению, она не сохранилась, чтобы великий князь мог обозревать сысольские просторы из этой беседки. А дорожка с пристани, специальная ковровая дорожка, прям вела наверх города, где великого князя ожидали благодарные горожане. Великий князь прибыл ровно 100 лет назад на пароходе «Царевна», поднялся в город, там его встречали серебряным блюдом, на серебряном блюде хлеб с солью, блюдо из Москвы было выписано, кстати говоря, в срочном порядке. Великий князь осмотрел выставку, ему понравилось, особенно рыболовецкая и охотничья избушки. Осмотрел город, прошелся по городу, была подана специальная пролетка, нашел все в должном порядке, о чем и сообщил отцам города, сделав запись в специальной книге, и покинул город в тот же день на пароходе «Царевна». Так и осталось в памяти уссысольцев этот визит единственным знаменательным событием этого года, связанным с августейшей персоной. Напоминала об этом еще долго горожанам беседка, стоявшая на высоком Сысольском берегу, а городским властям, у городских властей еще долго болела голова по поводу того, как списать расходы на прием великого князя. Расходы были солидные по тем временам. Самое интересное, что, как у нас водится, на благоустройство города, то есть на засыпку лужи и так далее, ушло 400 рублей, а больше 1400 рублей ушло неизвестно на что, на украшательство, на украшение, поднесение подарков и так далее, тому подобное. Городская казна справилась, и тем самым визит великого князя навсегда вошел в историю нашего Уссысольска Сыктывкара.